Решение о ликвидации отставного полковника милиции Виктора Лаврова принималось на самом высоком уровне. Смертный приговор ему вынес лидер преступной группировки МАР-2 Владимир Казанин. Перед исполнителями поставили задачу – устранить Лаврова наверняка, не попасться милиции и, главное, наделать как можно больше шума. Вся республика должна говорить об этом. Все должны понимать – Лаврова казнили, и так будет с каждым. Люди заранее готовились, чтобы совершить данное преступление. Вот. Они побежал потом, когда расстрелял, туда побежал. Там его ждал мотоцикл, в котором они скрылись. И потом там все это, одежду, там автомат сожгли, там все это. Вот. А ехали оттуда, они заранее знали, что пойдут здесь утром. Киллеры, переодетые в форму дорожных рабочих, перегородили проезжую часть. Когда УАЗик Лаврова поравнялся с ними, убийцы извлекли из сумок автоматы и открыли ураганный огонь. Ну, двое по-любому был, потому что один был застрелял, второй был на машине, а следили там, другие люди следили. Там осуждено, порядка 10 человек было осуждено. Вот. А то, что один стрелял, один был на мотоцикле, вот они были вдвоем как раз. Как непосредственно исполнители были. Организованная преступность бросила власти очередной вызов. Лидеры мордовских банд хотели доказать, именно они истинные хозяева республики. Из доклада начальника УБОП при МВД Республики Мордовия. Организованная преступность в республике начала активно проявляться с начала 90-х годов и была отмечена противостоянием группировок, поддерживающих воровские традиции, и группами так называемой «новой формации», отрицавшими эти понятия. На протяжении ряда лет оно чередовалось длительными затяжными конфликтами, без явно выраженных агрессивных действий и уличными войнами, характеризующимися совершением дерзких преступлений с использованием огнестрельного оружия и гибелью большого количества участников группировок. В период с 1993 по 2004 год в вооруженных конфликтах убито более 200 активных участников преступных групп. Наиболее кровавыми были 94-й и 95-й, 45 человек, 98-й и 99-й, 63 человека и 2002-й, 2003-й, 32 человека. В первую очередь здесь, конечно, была направленность на захват территории, на территории как республиканского центра, так и в районных населенных пунктах. Вот. Естественно, что в первую очередь откуда деньги брать? Брались деньги за счет предпринимателей. Вот. Ситуация, по большому счету, она была деморализована. То есть предприниматели, они платили всем дань, вот, укрывали доходы, вот, в значительной мере платили меньше налогов, бюджеты, федеральный, республиканский бюджет. Вот. И естественно, что на этой почве развития этих сообществ вот, происходили междоусобные войны между этими группировками. То есть захват территории, захват различного рода объектов. Вот, и в целом владение над всеми позициями на территории республики. Рядовые бандиты гибли на улицах десятками. Группировкам требовалась постоянная подпитка. В начале 2000 года в местных газетах появились статьи. Средний возраст мордовских киллеров – 18 лет. Для воплощения в жизнь своих замыслов крестные отцы саранской мафии вербовали вчерашних школьников.
Купи 3 видеокассеты. Угу. Повторяю, купи 3 видеокассеты. Да, я понял. Да. Это был условный сигнал. 3 видеокассеты. Таков заранее оговоренный шифр. Теперь он знал, что клиент сидит на заднем пассажирском сидении. На 3-м месте, если считать слева. Он нервно вытер вспотевшие ладони и закурил. Спокойнее. Главное, спокойнее. Все будет хорошо. Он не промахнется. До приезда жертвы оставалось несколько минут. Надо было как-то расслабиться. Чтобы не думать о предстоящем деле, Валера погрузился в воспоминания. Ему было всего 19 лет. Но за последние годы с ним случилось столько всего, что можно было уже начинать писать мемуары. 4 года назад он познакомился с Володей. Это было самое важное и интересное знакомство в жизни 15-летнего парня. Ну, человек такой, крупного телосложения, умный очень, начитанный человек, грамотно разговаривает, может убеждать человека. Всегда целеустремленный, если что задумал сделать, он сделает. Владимир был старше, опытнее, успел многое узнать и повидать. А самое главное, ему было совершенно не скучно проводить время с подростком. В криминальных войнах данных, происходящих у нас в Мордовии, значит, погибли такие вот лица, люди были. Я, может быть, их и не знал, может, с кем-то и встречался. Некоторые были нормальные, некоторые, может быть, не совсем. Но факт то, что в настоящее время на кладбище у нас много места занимают такие вот могилы. Вот, например, лежат молодые люди. Антясов, Макаров. Там вот лежит Финаев. Конечно, печально, что молодые парни уходят, но они выбирают путь сами себе, в конце концов. Отказаться я не мог от этого, так как он уже сказал, что я уже вхожу в эту группу. А если бы я отказался, я для него становился бы опасным свидетелем, можно так сказать, для Келлина. Именно в этот период местный житель Владимир Келлин организовал в Саранске самую настоящую школу киллеров. Он вербовал подростков, бесцельно слонявшихся по городу, без денег и без работы. Он давал юношам то, чего они были лишены с рождения – надежду на сказочную жизнь, на богатство. В те годы каждый 3-й провинциальный подросток мечтал стать бандитом. Келлин воплощал эти мечты. Ну, как показывает наша практика, у всех членов данных группировок ведь фактически получается 2 пути. Или вот в тюрьму, места лишения свободы уходят, или в такие вот места каким-то образом попадают. Поэтому, наверное, нужно призадуматься молодым людям, которые встают на данные пути, хотят жить красивой жизнью, но она скоротечна. Подопечные Келлина совершили в Саранске несколько неудачных покушений. Настоящими киллерами они так и не стали. Все попались по глупости, но их пример вдохновил многих. Затем также было возбуждено уголовное дело по статье 210 в отношении другого преступного сообщества. Это Юго-Запад. Это как раз то преступное сообщество, которое в свое время объявляло войну милиции и которое, то есть, самое одно из таких тоже дерзких, но своих, вот, если вспомнить, то именно они вывозили своих участников группировки молодых, которых вербовали раньше в школах, вербовали в каких-то других учебных заведениях, вот, вывозили их в лагеря, где копали они землянки, где они жили неделями, где старшие их товарищи учили, как правильно уходить от милиции,
как правильно уходить от слежки, как правильно стрелять, как правильно разбирать оружие, как правильно убивать, как правильно делать яды, как правильно, то есть, себя вести на допросах, когда ты будешь задержан. У них был свой кодекс чести, ну, то есть такой определенный, то есть где были записаны все правила, в отношении которых они, то есть, которые они должны соблюдать. Если они отходили от этих правил, то там же, в этих же как бы правилах было написано, что с ними могут сделать, вплоть до физического устранения. И они подписывались под этим и соглашались. Далее в программе. В сторону органов власти также посыпались угрозы, полетели гранаты в торговые центры. Преступники объявляют власти войну. Власть принимает вызов. Арестовали около 300 активных участников. Доказательства вины. Смотрите продолжение программы на канале ТВ-центр. Середина 90-х. Страна переживает тяжелые времена. На фоне политической и экономической нестабильности организованная преступность пытается захватить власть. Особенно тяжелая ситуация складывается в Мордовии. Местные лидеры криминального мира планируют и совершают громкие демонстративные убийства. В республиканской столице, городе Саранске, появляется даже самая настоящая нелегальная школа киллеров. Бандиты расправляются с одним из главных своих врагов – отставным полковником милиции Виктором Лавровым. С 1996 года центральный рынок Саранска был под полным контролем ОПГ Мордва. Бандиты в открытую собирали дань с каждого прилавка. Противиться им было бесполезно. Для строптивых продавцов преступники прямо на территории рынка оборудовали специальную комнату, в которой избивали и пытали торговцев, а иногда даже насиловали женщин, не плативших дань. Охранная структура, созданная Виктором Лавровым, положила конец вымогательствам. Сотрудники ассоциации под видом покупателей постоянно дежурили около прилавков. Рэкетиров Мордвы охрана неоднократно выдворяла за пределы рынка. 26 августа 1996 года было совершено убийство исполнительного директора Ассоциации правоохранительных органов Лаврова Виктора Матвеевича. Это было в 7 часов 40 минут на перекрестке дорог, ведущих в село Белогорск и поселка Атимар. Двое неизвестных, впоследствии они были установлены, перегородили дорогу асбестовым трубам, поставили строительный знак самодельный. И потом при подъезде машина УАЗ-452, в которой находился Лавров, остановилась, и здесь раздались выстрелы из автоматического оружия. Выйдя на пенсию, полковник Лавров организовал охранную фирму и взял под свой контроль центральный рынок Саранска. Именно это предприятие приносило бандитам наиболее устойчивую прибыль. С каждого заработанного рубля торговцы отдавали лидерам мордовской мафии как минимум 20 копеек. Лавров обещал остановить рэкетиров и сдержал свое слово. За несколько месяцев центральный рынок очистили от бандитов. Когда стало понятно, что выгодный актив уже не вернуть, лидеры группировок приговорили отставного полковника к смерти. Первоначально следственное оперативное действие было установлено, что в этом подозреваются члены ОПГ Мордва. Значит, в мае 96-го года Ассоциация правоохранительных органов на вполне конфиденциальной основе взяли под охрану центральный рынок. И все действия происходили из-за этой ситуации. Сейчас вы видите уникальные кадры оперативной съемки. Эти люди на центральном стадионе Саранска не совсем обычные болельщики, да и футболисты, разминающиеся на газоне, не входят ни в одну профессиональную команду. Просто стадион на целый день сдан в аренду. Здесь проходит дружеская встреча двух крупных преступных группировок. Командный дух и здоровый образ жизни – такие правила пропагандировали лидеры. Заодно, глядя на игру своих подопечных, можно мирно решить все спорные вопросы. То есть, если брать характеристику группировок, которые присущи именно для Саранска, то их можно сказать, что они резко отрицают любые воровские традиции, воровские понятия. То есть они полностью от этого отстранились.
у них больше, то есть, идет к тому, что вот они спортсмены, то есть все ударяются сильно в спорт, приветствуют очень здоровый образ жизни, между собой они проводят спартакиады, то есть снимают стадион, на этом стадионе одна группировка, вторая группировка, вывешивают на табло свои названия и начинают играть в футбол. Призом бывает автомобиль, бывает там еще крупнее выигрыши. Те, кто не придет на эти футбольные там какие-то матчи, то есть попадали они, можно сказать, в опалу к своему руководителю, к своей группировке и могли вообще лишиться своего места и могли быть так называемо отшиты. Именно на одной из таких сходок и была решена участь полковника Лаврова. Лениво наблюдая за игрой подчиненных быков, лидеры Мордвы решили, с ним пора кончать. Бандиты были уверены, стоит им устранить несговорчивого милиционера, и рынок тут же вернется под их крышу. То есть эта попытка их не удалась. В сторону органов власти также посыпались угрозы, полетели гранаты в торговые центры. Пускай они не взрывались, но это было, опять же, сделано для показать, кто в городе хозяин. Вот. И в 2005 году, когда правоохранительные органы и органы власти попытались начать борьбу с криминалом именно в сфере вот этого потребительского рынка, то есть криминальные группировки, по нашим данным, то есть объединились в единый фронт, чтобы дать отпор, то есть законной власти. То есть они себя полностью противопоставили, посчитали, что их уровень уже достаточно для того, чтобы руководить всей ситуацией, что они заслужили это. Как они некоторые говорят, мы проливали кровь во время криминальных войн за эту землю, то есть мы имеем на нее права. Ну, то есть права, естественно, криминального толка, криминального плана. Обстановка в республике накалялась год от года. В 2005-м мордовские предприниматели обратились с письмом к главам МВД и Генеральной прокуратуры. Они просили сделать хоть что-нибудь, просили остановить криминальный беспредел, дать им нормально жить и работать. Иначе уже на следующий год власть в Мордовии перейдет к бандитам. Тем временем саранские гангстеры спешили. Они пытались подмять под себя весь бизнес в республике. Их выходки становились все более наглыми. Так, члены организованного преступного формирования «Юго-Запад», вымогая процент от прибыли у очередного коммерсанта, поняв, что одними лишь угрозами его не сломать, придумали оригинальный ход. Один из бандитов, Валерий Прахов, ночью привязал к ручке двери квартиры предпринимателя похоронный венок с лентой. На ленте красовалась недвусмысленная надпись «Виктору от друзей». Можно сказать, чем оно примечательно это дело, что люди здесь, вымогатели, подошли с фантазией, чтобы их лиц не видели, осуществляли свои угрозы по телефону. То есть один из вымогателей приходил и вместо прямых угроз, то есть вот вешали венок на дверь нашему потерпевшему. Я думаю, что обычному гражданину, если повесить это на дверь, то никаких уже слов будет не нужно. Первый ученик в школе киллеров, организованной Владимиром Келиным, 19-летний Валера Резябкин, готовился к выполнению очередного задания. У него были выпускные экзамены. Он уже сдал теорию, разбирая и собирая на время пистолет и автомат, отлично отстрелял по мишеням в лесу. Теперь начиналась практика. Валера получил от наставника секундомер, блокнот с ручкой и пейджер. Келин показал фотографию. Вот за этим человеком нужно следить. На 3 дня Резябкин превратился в живую тень приговоренного коммерсанта. Теперь он знал о нем все. На 4-й день на пейджер пришло сообщение: «Встречаем гостя». Теперь Валера знал, что ему делать. Где-то в 20-х числах августа пошли на пойму реки. Там с собой мы взяли автомат Калашников и рожок патронов. Там мы расстреляли этот рожок патронов, проверяя оружие на работоспособность. По указанию Келина Резябкин покупает себе, значит, пейджер, чтобы связь была постоянная. Потом, когда, в общем, он уже
дают ему непосредственно задание следить вот за теми лицами, которые надо было устранить, он уже, скажем так, зарплату уже поднимает до 2000 рублей. Он сказал, что с 17 мая нужно расстрелять 2 людей. 17 мая мы к 8 часам подошли к дому, стали ждать, зашли в подвал, стали ждать. Около 9 часов подъехал автомобиль, из которого вышел человек. После чего он поднялся за 2-м человеком. Через минут 10 они вышли, эти 2 лица. Далее в программе. Делают такие заявления, типа, здесь была война, мы проливали кровь за эту землю, плати нам 500 рублей. Бандитов загоняют в угол. Мы часто сталкиваемся с оказанием нам активного сопротивления со стороны преступных формирований. Доказательства вины. Смотрите продолжение программы на канале ТВ-центр. Власти Мордовии объявляют войну лидерам местных преступных группировок. В ходе противостояния гибнут стражи порядка, но мафия несет еще большие потери. У криминальных воротил отбирают источники дохода, возбуждаются все новые уголовные дела. Но уничтожить мордовского спрута не так просто. Бандитские лидеры рвутся во власть и не останавливаются ни перед чем. От угроз они легко переходят к делу. За 10 лет на улицах Саранска убиты 200 человек. Снимай! Снимай! Не прикасаться! Снимай! Один ствол есть! Ствол есть один! Руки. Держи руки. Слышали? Диктофон. РПД. Руки за спину. Быстро! Что? Стволу не касаться. Решение было найдено. В республику был прислан новый министр внутренних дел Николай Ларьков. Ключевые посты в руководстве министерства заняли молодые, талантливые оперативники, успевшие зарекомендовать себя в работе по реальным уголовным делам. Некоторым из новых начальников едва исполнилось 30. Злые языки твердили, теперь-то братки возьмут Саранск без боя. Но решение, принятое в Москве, оказалось верным. Новый министр и его помощники начали контрнаступление на криминал. Очень активная работа управления по борьбе с организованной преступностью, благодаря чему мы сегодня возбудили несколько уголовных дел по статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Арестовали около 300 активных участников преступных формирований, взяли большое количество оружия, ну и в том числе, естественно, что силы МВД были направлены на подрыв экономики в этой организованной среде. Из доклада начальника УБОП при МВД Республики Мордовия. Организованные преступные группы год за годом подминали под себя мелкий и крупный бизнес. По имеющимся сведениям, к концу 2005 года около 90% коммерсантов активно работали с ОПГ или просто платили им дань. Помимо коммерческих структур, выплаты в бандитский общак производили и бюджетные организации. Есть основания предполагать, что ежегодно в доход государства не поступают огромные суммы. Так, только за 2005 год в результате действий по подрыву экономической базы преступных формирований одних только налогов было доначислено на сумму более 120 миллионов рублей. Значит, в республике на настоящий момент до сих пор распространен такой вид преступления, как вымогательство, который является до сих пор одним из основных источников дохода преступных группировок. Причем в этом не гнушаются ничем при совершении вымогательств люди. То есть могут пойти в детский садик, потребовать платить деньги, в дом управления, то есть жилищно-коммунальные хозяйства, то есть вплоть до таких организаций. В частности, одно из уголовных дел, которое, значит, расследовалось следствием, которое сотрудничает с сотрудниками УБОП, было по делу о вымогательстве у предпринимателя, руководящего одним из домоуправлений города Саранска.
Еще недавно жители Саранска боялись бандитов, не верили в то, что милиция сможет им противостоять. Но увидев, что лидеры криминальных сообществ не всесильны, что с ними можно бороться, они сами включились в эту борьбу. Чашу терпения простых людей переполнила история, произошедшая во время похорон погибшего таксиста. Значит, 1 августа прошлого года здесь, на данном месте, происходили похороны в одного из водителей такси. Как это обычно принято, собралось множество водителей. То есть вся дорога была занята машинами. Порядка 100-150 автомашин находилось на данном месте. И шла похоронная процессия. В этот момент вот из этого двора выезжал джип, в котором находился человек, назовем его активным участником одной из группировок преступных, со своими двумя охранниками, водителями и охранником. Ну и, как это бывает, они посчитали, что они важнее, чем обычные граждане Российской Федерации, и решили